Назарбаев запретил чиновникам блокировать критику через редакторов. Назарбаев отметил, что сегодня растет количество медиа, которые искажают реальность. Партия должна инициировать принятие закона по ужесточению наказания за клевету, поручил председатель партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев. Сегодня количество новых медиа, искажающих реальность, растет. Просто так, кидают опросы какие-то, правда, неправда, а вы разберитесь. И никто, целая группа, медиагруппа, партии, где ТВ-каналы есть, газеты, сидят и молчат. Центральные наши информационные каналы тоже сидят, молчат. Ой, боимся. Раньше наоборот. Я наказывал редакторов, которые приходили, заставляли: ты мне плати, иначе я плохую сейчас статью про тебя напечатаю. И акимы им платили, а сейчас телефонное право, пугают редакторов. Если ты это сделаешь, я через того, другого тебя сниму с работы. Мы это знаем. Сейчас я поручу еще один случай. Мы снимаем с работы, кто бы ты ни был, на какой должности. Как так? Наоборот, сейчас любая локальная маленькая проблема переходит в республиканские масштабы. Благо интернет помогает, но никто ответ не дает. Партия должна инициировать принятие закона ужесточения наказания за клевету. Никто не давал права огульно охаивать и оскорблять, доводить до абсурда дела, которые у нас делаются, сказал Назарбаев на расширенном заседании Политсовета партии. Он добавил, что сегодня традиционные СМИ уступают позиции из-за телефонного права чиновников, которые давят на редакторов. Даурен Абаев должен этим конкретно задуматься и заняться. И телефонное право не должно работать. Чиновники оказывают давление на редакторов, блокируют критику разными путями, и общественное сознание поэтому формируется альтернативная реальность. Нур Отан должен пересмотреть свои стратегии, сказал Ельбасы. Также партии было поручено пересмотреть свою информстратегию, привлекая самых талантливых людей. Партийные СМИ должны стать источником идейной, оперативной информации, вызывать у людей доверие. И в лобовую отвечать, не бояться. Нужно работать на опережение, и надо проактивно работать в интернет и соцсетях. А чем мы хуже? Привлекать самых талантливых людей, платить им соответствующую зарплату, и пусть работают, заключил Нурсултан Назарбаев.